Последствия урагана и анализ событий. Кто понесет ответственность за трагедию на Яльчике? Дефицит мест в школах и детсадах. Что стоит за раздуванием школ изнутри? Национальный батальон «Темер». Год службы в зоне СВО. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней». В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Я не мог смотреть больше, сидя на диване. Что здесь происходит? В стране стоят, для меня это вообще неприемлемо, поэтому я решил уехать. Год на передовой. В чем сила батальона «Темер» и кто сегодня сражается за родину? Это передовая практика многих успешных мировых городов. Жестко, конечно, 100 рублей. Но куда деваться? Необходимость или грабеж? Взлет цен на парковке в Казани. Есть ли объяснение и как восприняли повышение? У нас не хватает авторского кино, которое, знаете, про наши корни. Время вспомнить, кто мы, я думаю. Время вспомнить свою историю. Время вспомнить, какое кино рождается в новую историческую эпоху и какой вклад вносит ТНВ. Этим летом о спокойном отдыхе лучше забыть. Мир штормит и в политическом, и в информационном, и в самом буквальном смысле слова. В чем причина информационных и прочих штормов, и как на них реагировать, мы еще поговорим. Однако и погода не дает передышки. Каждую неделю мы наблюдаем такие своеобразные температурные качели. Жара и зной сменяются мощным ветром и дождем. Синоптики не обещают нам никакой стабильности и в будущем. Хорошо, когда обходится без разрушений, трагедий и потерь. Увы, конец прошлой недели стал для Татарстана и приграничных с республикой регионов очень печальным. Сильнейший ураган с дождем и градом обрушился на Татарстан и Марий-Эл неделю назад. Погибли 10 человек. 76 получили ранения различной степени тяжести. Последствия разгула стихии МЧС и технические службы устраняют до сих пор. Настоящий кошмар пережили туристы, которые отправились ночевкой к живописным озерам Большой и Малый Яльчик. Здесь погибли 8 татарстанцев, 5 взрослых и 3 детей. Все они были раздавлены упавшими стволами деревьев, либо получили сильнейшие удары от обломанных веток. Еще одна 14-летняя девочка погибла в Боровом-Матюшино. Похороны прошли на этой неделе. Казалось бы, роковая случайность, непредсказуемость стихии, разве можно это предугадать? Но только ли природа виновата в смерти людей? Учитывая возбуждение уголовного дела, этим вопросом задаются и следователи. Тем более, как выясняется, или как писала «Марийская правда», 7 июня этого года, согласно постановлению правительства Республики Марий-Эл, об установлении особого противопожарного режима с 1 июня до 31 октября отдых на территории озера Яльчик в национальном парке Марий-Чедра должен был быть ограничен. Причина: там проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, вырубка сухостойных и аварийных деревьев. На экране вы видите границы территории, где ведется вырубка деревьев, а это место, где были одни из отдыхающих, герои нашего сюжета. Как видите, совсем близко. А сколько людей было на самом деле и были ли они прямо в местах ограничения, ждем итогов расследования от Следственного комитета. Можно ли назвать стихийным отдых, за который заплатили, ведь въезд на территорию национального парка не свободный? За что берут эти деньги? Существуют ли правила безопасности в таких ситуациях и знают ли об этих правилах отдыхающие? Диляра Юсупова подробнее о диких последствиях отдыха дикарями. Съемки очевидцев напоминают кадры фильма «Катастрофы», летящие стулья, разрушенная кровля, обвалившийся забор. Если на территории городов дождь просто сильно напугал жителей, то в пригородах все было совсем иначе. Кадры регистратора на территории озера Яльчик. Сначала пара спокойно наблюдает за легким дождем, который в секунду резко усиливается. Видимость сменяется туманным месивом. Падает дерево, и вот тут в автомобиле начинается настоящая паника.
Бурная стихия сменилась гробовым молчанием. Последствия оказались по-настоящему страшными. Погибли 10 человек, из них 3 детей, 8 татарстанцы. В понедельник близкие простились с Айратом Хаилеевым. На его палатку упало сразу 3 дерева, шансов почти не было. Его 11-летней дочери чудом удалось выжить. 3 дерева упало сразу. Где они и были, и ребенок с ними был чуть-чуть правее, на него ничего не достал. 8 погибших – это жители Казани, Высокой горы, Зеленодольска и Пестричинского района. Среди них 32-летняя мама и ее 2 маленьких дочерей из Куюков. Одной малышке не было и года. 20 пострадавших сейчас находятся в больнице. Можно ли это назвать последствиями дикого отдыха? А что если отдых стихийный был весьма упорядочен? Ведь въезд на территорию, казалось бы, собственноручно организованного досуга – 250 рублей с человека. За что? За очищенную территорию, возможность поставить автомобиль? Там облагорожено, то есть есть беседки, есть мангалы, есть костровища, есть туалеты, поэтому как бы это вот такая часть. Ляйсан вместе с семьей впервые отдыхала в турзоне Яльчика. Ну как в турзоне? Платишь, как полагается, получаешь чек, заезжаешь, ставишь палатки на проплаченной зоне. А дальше остается зона только собственной ответственности. Ваша палатка, ваша спальня, стол, дом и ваша беда. Спасать вас в случае чего никто не собирается. Просто поняли, что в какой-то момент, что у нас сейчас не получается удержать палатку, уже нету сил это делать. Вот, и мы решили открыть дверь и осмотреться. И в этот же момент в нашем лагере упало 2 дерева. Одно дерево упало прямо рядышком с палаткой, и другое дерево упало на 3 палатки. Им повезло, они быстро ретировались, но кто будет отвечать за потерянные жизни и здоровье пострадавших? Оказалось, что часть территории озера Яльчик к моменту трагедии вообще должна была быть закрыта, согласно постановлению правительства Республики Марий-Эл. В приказе черным по белому ясно, что с 1 июня по 31 октября установить ограничения на пребывание территории в связи с аварийными работами по вырубке деревьев. Выделенной полосой кричит постановление, что проезд за оградительную ленту запрещен. Мы сравнили зону границ аварийных работ с зоной пребывания наших героев. По кадастровому номеру это вообще одна и та же зона. По границам, очерченным в плане, их разделяет расстояние примерно в километр. Но вдоль озера отдыхали сотни людей. Проводились ли какие-либо аварийные работы и были ли ленты? Перекрывали федеральные дороги, чтобы убрать сухостойные опасные деревья, потому что сухостойные деревья – это значит подгнивший корень, они в любой момент могут упасть. Вот как проводятся подобные работы на лесной территории, показывает и рассказывает татарстанское лесничество. Обязательный знак «Проезд запрещен» и толпа лесников, которая не пропускает посторонних. Сейчас они борются с последствиями урагана с утра до вечера. Но то последствия, есть ли профилактика? Да, видимое гнилье срубать необходимо, но и это совсем не гарантия. Вот наклоненное дерево. Наклоненное дерево, все вот оно завтра упадет. Это неправда. То есть нет перпендикулярно стоящих поверхности земли деревьев не бывает. Они все с тем или иным углом наклона. Но это не значит, что их надо пилить. Если мы сейчас везде все срубим вокруг этих населенных пунктов, у нас лес не останется. Это же несерьезно. Лесники объясняют, никаких норм и метров по соблюдению дистанции попросту не существует. Большинство ограничений носят рекомендательный характер. И это несмотря на то, что в том же Марийском постановлении установлен штраф за несоблюдение подобных правил. Сейчас мы чистим эту территорию и готовим ее полностью к приему палаточного лагеря. То есть полностью территория освобождается от опасных деревьев. Даже если что-то, вот как показалось леснику, дерево не то, они их убирают. То есть палаточный лагерь, поляна будет полностью расчищена от деревьев. Вот как. И это касается не только детских лагерей. Каждая база, если она претендует на статус туристической, обязана быть готова заранее, документально в том числе. Рустам, руководитель одного из татарстанских глэмпингов, подтверждает это. Конечно, глэмпинг не то же самое, что кемпинг, но экстрима хватает и здесь. Стихия такая штука, предупрежден, значит вооружен. Все делается инженерами, то есть они рассчитывают не то чтобы сейсмоустойчивость, они рассчитывают, безусловно, нагрузку на тот каркас, который создается. Все это считается сейчас на данный момент компьютером. Одна нитка выдерживает порядка 350 килограмм, и у нас, то есть, никаких проблем там не было с этим. То есть, вот здесь я только могу сказать, что это, да, с помощью Всевышнего все это, но, безусловно, мы к этому готовились. С точки зрения безопасности, там оборудовали порядка 100 камер на наших 8 гектарах, то есть круглосуточная охрана там в лице 8-9 человек в среднем в день, они следят за безопасностью.
Но даже это все не гарантирует полной безопасности. Эксперты объясняют, может статься, что солнце встало не с той стороны, а дерево падает не гнилое. Мы видим, что многие деревья, которые упали, они совершенно здоровые. И здесь предсказать, что упадет то или иное дерево, наверное, было бы сложно. Постарало 25 лагерей. Где-то были повалены деревья, затруднен проезд к летнему лагерю, где-то отключено электричество, где-то, значит, деревья упали на какие-то объекты инфраструктуры. Но хочется отметить, что вот с 2019 года идет программа реновации лагерей, и вся инженерная инфраструктура, которая была воссоздана, она вся абсолютно устояла. По детским лагерям сейчас идут проверки, дети проходят инструктаж по правилам безопасности. Но знают ли эти правила взрослые? МЧС нам прямо говорит, единственный выход в такой ситуации – прыгать в яму или овраг, а потом добавляет, ставить палатку в лесных массивах, оказывается, нельзя. Нельзя палатки ставить в лесных массивах, потому что если будет сильный ветер, соответственно, он упадет. Опять же, нельзя ставить близко к воде. Это уже ЧС, когда молния сверкает, то есть при грозах. Как это следится вообще? Вот, у нас есть какой-то контроль за этим или нет? Или это просто ответственность самого человека? Ну, в большей части я считаю, что это ответственность самого человека. Потому что за всем многомиллионным населением России уследить трудно. Везде свои климатические зоны, соответственно, свои ЧСы, которые происходят на данных территориях. Тех, для кого стандартные путевки экскурсии по расписанию скука смертная, конечно, сложно контролировать. Любители отдыха дикарем в своем пакете «все включено» хотят видеть пустынные пляжи, звездное небо и минимум затрат. Гости говорят, а почему эта деревяшка здесь? А мы как бы лес, понимаете? Ну, то есть мы не можем все срубить здесь и сделать, как вот в психиатрической больнице, в подушках, чтобы ничего не случилось. Если человек захочет, он перепрыгнет и все, и с ним, и потом он будет говорить, а почему перил не 2 метра? Да, и я уже подвергся опасности, вы виноваты. Кто виноват, будет выясняться. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Несмотря на то, что безопасность на природе весьма субъективна, любая ложка дегтя может испортить целую бочку романтики. Но когда эта ложка стала причиной человеческой жизни, остаются вопросы. Ответы на них предстоит найти Следственному комитету. Диляра Исупова, Андрей Ключников, Роман Безменов, Дмитрий Шлеймин. 7 дней. А теперь об обещанных информационных штормах и их природе. В чем их причина? Для чего те же спецслужбы ВСУ устраивают бессмысленные в военном плане террористические атаки на мирные города и инфраструктуру нашей страны? Как правило, с минимальным успехом. Ответ для многих экспертов и журналистов, которые в теме, очевиден. Чтобы забить информационную повестку этими новостями, отвлечь внимание от катастрофических для украинской армии последствий так называемого контрнаступления, сопровождаемого страшными для ВСУ потерями. Вот и появляются эти, как они считают, полезные для них вести с выбитыми стеклами в Москва-Сити. Мы, в свою очередь, на мой взгляд, должны формировать свою позитивную информационную повестку. Тем более, что наши парни, бойцы стоят монолитом на пути вражеских сил. И так будет дальше. В августе отмечает свой первый день рождения добровольческий батальон «Темер», сформированный в Татарстане. Напомним, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас находятся 2 татарстанских батальона – «Алга» и «Темер», а также отряды мобилизованных из нашей республики. Практически в каждом подразделении побывала еще в начале июля съемочная группа программы «7 дней». И везде бойцы не устают благодарить республику за материальную помощь и моральную поддержку. Среди добровольцев встретился и журналист из Татарстана. Специальный репортаж программы «7 дней» из зоны СВО. Давай быстрее, 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 быстрее! Кружимся, едем! Бегом! Минометчики добровольческого батальона, сформированного в Татарстане, всегда наготове. Ну, конечно, место юмора тоже есть. Вот такие вот именные мины готовятся. И буквально вот сейчас мы услышали, что поступило задание, и так называемый кочующий расчет быстро собрался и выехал. Ускорить готовность! На приеме. Повторяю, цель 430. Заряд 2. Прицел 435. Выстрел!
как положено в этом деле, главное попасть в цель и вовремя свернуться и уехать с позиции, чтобы самим не оказаться целью. По дороге домой, то есть в блиндаж, в первую очередь, конечно, разговоры о выполненном задании. Но в мыслях всегда дом, тот, который далеко отсюда. Не дают же отпуск опять, уже не хотел. Боец с позывным «Рыбак» записался добровольцем в столице Татарстана. А чтобы земляков встретить, на машине обозначил, из какого именно он района Казани. Ну, вот просто вижу надпись «Дербышки», знакомую. Оттуда родом или как? Да, да, всю жизнь. Улица Правда. Вроде Дербышки, ну, большой же район, там 100 тысяч, что ли, никак населения. Чуть ни одного человека нет уже. Честно признается, что хороший заработок стал одной из основных причин решения пойти добровольцем. Здесь с сентября 2022 с самого начала работы именного татарстанского батальона в зоне специальной военной операции. Привыкают люди. Как-то вот, с одной стороны привыкают. Я говорю потом вот отсюда, если дай бог, уедем когда-то же, все равно когда закончится же это. Ну, скучать будем по этим временам, конечно. Такая немножко будет ностальгия такая своя. Тут свой юмор, как-то все свое, какое-то другое. Неоднократно бывая в этих местах, мы убедились в том, что в именных батальонах из Татарстана служат уже не только татарстанцы. Военнослужащий с позывным «Лекс» из Подмосковья работал в строительной отрасли. И как вот возникло такое решение пойти вот именно добровольцем? Ну, если я скажу, что я патриот своей страны, это, наверное, может быть, будет громко сказано. Вот. Но я, наверное, все-таки патриот. Да, я не мог смотреть больше, сидя на диване, ну, что здесь происходит. Вот, решил сам посмотреть и поучаствовать. Я так воспитан. Вот. В стране в стране стоять для меня это вообще, как бы неприемлемо. Поэтому я решил уехать. Работал на одном из казанских предприятий, там, где была бронь. Сам бы не захотел, призывать бы не стали. Но решение пойти добровольцем было принято практически сразу. То, что сюда попал, не жалею. Горд, я рад этим, горжусь. То есть и родные и близкие тоже гордятся мной. То, что я нахожусь здесь, выполняем боевую задачу. И горд за то, что призвался с Татарстана. Каждый говорит примерно эти же слова, что здесь все как одна семья, что многие из подразделений других регионов по-хорошему завидуют татарстанцам, потому что внимание малой родины только усиливается. Ну, землякам, конечно, большое спасибо за оказанную помощь. То есть кто-то материально, кто-то какими-то, опять же, медикаменты. То есть приходят турникеты, жгуты, обезболивающие средства. Для бойца из Аксубаева с позывным «Хусейн» работа в боевых условиях уже привычная. Всегда, говорит, за свою страну стою. Был на грузинской границе, был в Чечне. Знаем, куда пришли, для чего. За свою страну, за веру, чтобы всякая дрянь к нам не лезла из-за рубежа, чтобы их пропаганды у нас не было. Пионер из Набережных Челнов, но первый раз записался добровольцем в Белгороде, когда в Татарстане еще не было набора в именные батальоны. И после окончания первого контракта записался уже сюда. А ребята нормальные, то есть никого лишних нету, то есть служба идет. Есть что-нибудь такое, что вот в память врезалось и не сотрешь вот за это время? Ну, таких моментов на самом деле довольно много. Ну, как под минометным обстрелом, под танковым, скажем так, нацики очень хорошо используют квадрокоптеры, то есть камикадзе, квадрокоптеры со сбросом, то есть кумулятив, боги, гранаты, с любой начинкой. Ну, нам как бы недавно очень повезло, то, что вот камикадзе были без начинки, то есть без шариков, без гвоздей, ну, просто взрывчатое вещество. То есть, ну, у них, наверное, задача была разрушить, ну, как стены окопа, насыпь, потому что били под бревна. Один из самых молодых бойцов батальона из Азнакаевского района тоже вспоминает, как впервые попал под обстрел. Но сильнее на мысли повлияла встреча с местными жителями. Рассказали, как они в подвалах жили, бабушка стихи читала. Ну, говорит, типа, может помочь вам чем, макаронами. Мы сами, наоборот, собрали пакет, привезли бабушке. Там яблок нам, груш собрала. Вот после этого как бы пошел патриотизм помогать людям мирным.
18 августа 2022 ему исполнилось 23 года, а 20 августа он подписал контракт. Основная часть бойцов намного взрослее, но это только на пользу. Где-то, не знаю, помогает, подсказывает. Вот научили наводиться быстрее. В итоге всех, кто даже учил меня наводиться, то быстрее его навожусь. Сейчас в этих местах стало горячее. Противник пытается прорвать оборону. Потому на кажущуюся тишину надеяться нельзя. Каждый день как бы все меняется. Местоположение, все. Мысли тоже изменились как бы. Посмелее стал, что ли. Более уже понимаю, что да как, куда. Учителя хорошие. Недавно вот события были, когда противник пошел в контрнаступление. Мы предотвратили этот прорыв. Лупили по нам все что угодно. То есть и танками работали, и минометами, и дронами кидались, короче. В общем, вот такие дела. Все вышли живы, самое главное, здоровыми. Ну, готовы до конца выполнить задачу. Если понадобится, то мы здесь ляжем. Все, что увидел, в чем сам участвовал, что испытал на себе. Обо всем хочет написать в будущей книге наш коллега. Журналист по гражданской профессии и по военному позывному. Его еще можно называть новобранцем в батальоне с апреля 23-го. Но здесь опыт нарабатывается быстро. Вас здесь не бросят, не оставят. Страх будет присутствовать. Но буквально вот скажу по себе, да, оказавшись под артобстрелом, он мне стал привычен, в течение нескольких минут буквально. И, конечно, каждый, независимо от возраста и гражданской профессии, мечтает поскорее вернуться домой. И, конечно, с победой. Хотел бы передать родным привет всем. Скоро буду. Победа, конечно, в любом случае закончится. Мы к этому стремимся. Победа будет за нами. Ждите нас, и мы вернемся. Только очень ждите. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов. 7 дней. Запорожская область. Еще одна неспокойная тема – застройка возле Казани и ее последствия. Жилье здесь возводится ударными темпами на любой вкус и кошелек. Квартиры и дома разлетаются действительно, как горячие пирожки зимой и холодный лимонад летом. Застройщики наперебой обещают уют, комфорт, инфраструктуру и даже кэшбэк. Причем в республике сложилась уникальная ситуация, и мы это уже озвучивали. Когда загородное жилье стоит дешевле, чем вторичное, а вторичное дешевле, чем новостройки. В Татарстане, начиная с 2021 года, вводят в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров жилья. В прошлом году план был перевыполнен. В этом году также запланировано 2 миллиона 800 тысяч квадратных метров. Хорошо это? Хорошо, ответьте вы, и мы согласно кивнем. Но жилые комплексы начинают расти изнутри, прибавляться детьми, а детских учреждений, даже если они и есть, не хватает. Прибывают новые жильцы и появляются новые дети. Детей вынужденно, по требованию родителей, буквально начинают запихивать в классы. Насколько хватит времени раздувать школы изнутри? Пыталась найти ответ Татьяна Тимошенко. Я мама-одиночка, и когда подошло время ребенку идти в сад, а мне выходить на работу, оказалось, что мест вообще никаких нет. Отписка от РАНО, что предлагают садик в 30 километрах в Ленина-Кокушкина. В итоге мне дали садик, но в соседней деревне, Кощаково. Мне вот тоже надо выходить на работу, при всем при этом я хочу сейчас беременеть тоже в ближайший год, да, так сказать. Родителей, родственников и так далее, кому оставить ребенка, у меня нет. То есть у меня надежда только на меня, и муж работает, да, то есть сейчас он единственный кормилец в семье. Наши дети в садик не попали. На данный момент в очереди стоит 1146 детей, которые остались без садика. Множество мам нашего комплекса обращались в РАНО, в Министерство образования. Отовсюду приходят отписки. На данный момент мы уже обратились в прокуратуру, в Следственный комитет, потому что считаем, что права наших детей нарушаются. По поводу садика, конечно, да, стараемся, силы свои, но больше волнует вопрос все-таки о школе в будущем, потому что образование уже школьное – это более важный вопрос.
Сельские поселения растут не по годам, а по отчетным кварталам. И вширь, и ввысь. Вилледж, деревня, перерастает в сити. По расчетам застройщика, свои обязательства по постройке 3 детсадов и школы городских масштабов выполнены. Расчетная численность населения комплекса 13 тысяч человек. В соответствии с нормативами построены все необходимые объекты. Но у жителей своя математика. С момента заселения молодые семьи увеличились в составе. Здесь очень густонаселенный район с детьми. Очень много многодетных семей, там 3, 4, 5 детей. Нас здесь порядка 20 тысяч человек. И, естественно, жители, которые находятся дома за парком, то есть это улица Гаврилова, они точно так же претендуют на эти 2 бюджетных садика, потому что они находятся в шаговой доступности. Есть плотность определенная на гектар, что в одном гектаре должно жить столько-то жителей. Это есть норматив. Из расчета этого выходит расчет детей и планируются детские садики. В районах, прилегающих к столице республики, демографический шок. По официальной статистике, население Лаишевского и Пестричинского районов за короткое время увеличилось более чем в 1,5 раза. Количество приехавших по каждому из направлений людей сравнимо с размером 2 городов. Село Усады. Многопрофильные лицеи построили здесь 3 года назад. Исходя из норматива, проектную мощность на 500 учеников выдержали только в первый год. За 3 года 19 тысяч прирост населения. На сегодняшний день проживающих прописанных 67 тысяч населения. И детей, из них возраст, будем говорить, от 1 до 17 лет, это 17 260. Ежегодный прирост в образовательном учреждении у нас это 1000 человек. То есть идет за последние 3 года мы приросли на 2 670 в школах. А из школьного окна стройка новая видна. Земля частная. Разрешение подписывать муниципальное образование не может не подписать земли в категории жилищного строительства. Зависит еще от таких ситуаций. Если поселок новый, то в основном туда заселяются молодые семьи. Значит, у них количество детей будет больше. Если поселок уже давно сложившийся, там живут уже пожилые люди, то там количество детей, как правило, меньше. То есть вообще должна быть вот такая довольно гибкая система. Ну, понятно, что строительные фирмы, конечно, стараются по минимуму это делать, потому что это все затратно и не быстро окупается, а может быть и даже вообще не окупается. С одной стороны, застройщик сам заинтересован в соцобъектах, повышении привлекательности и продаж, но стоимость одной школы примерно равна стоимости дома. Кроме этого, школы или сад должны уйти в муниципалитет вместе с участком земли или стать коммерческим проектом. Проблема в чем? В том, что мы не знаем количество домов, которые будет застроено, приобретено людьми. И с учетом этого состав семей ихних, сколько у них детей дошкольного, школьного возраста, чтобы нам хотя бы планово понимать, сколько же на 1 сентября к нам придут детей с 1 по 11 класс. И вновь Пестричинский район. Куяки. Родители, кажется, вышли из полосы турбулентности, добившись приема детей в единственную школу все растущего поселка. В списках на зачисление более 2800 фамилий. Это более чем в 2 раза больше проекта. В параллели первых классов половина алфавита. Заявления продолжают поступать. Что такое уплотнение, видим в Усадской школе. Столовая будет работать нон-стоп с утра и до вечера. И кормить детей смогут только 1 раз в 2 смены. В классах поставили дополнительные парты. Мы обеспечили эти кабинеты всем необходимым для современного преподавания уроков. Все здесь есть. Вопрос, что здесь нарушены санитарные требования полностью. Вопрос расстояния между партами и расстояние до доски учебной и тач-панели. Отказались от читальных залов и даже служебных помещений. Шкафы поставить невозможно, стулья уже стоят вплотную к стене. Если вы видите разводы краски, это уже мы подкрашивали, потому что дети, выдвигаясь назад, касаются стульями. Вот таких у нас кабинетов 2: русский язык и математика. 2 кабинета английского мы переделали из кабинета групповых занятий и учительской. У нас учительской нет. Учительской у нас уже нет. А учителя? Ну, учителя достаточно серьезно загруженные. Они ходят на уроки. И во время свободного своего окна занимаются подвозом детей.
Только в Лаишевском районе каждое утро в этом году планируют перевозить 1400 детей. По количеству это полноценная школа по другим населенным пунктам за не 1,1 километров. Школы, где еще есть возможность принять первую и вторую смены. Насколько хватит возможности и времени, ведь все новые территории готовят под застройку. И чтобы городской галстук для сельских поселений не стал удавкой, решать задачу, что нам стоит дом построить, необходимо уже сейчас. Татьяна Тимошенко, Дмитрий Шлемин. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. У нас не хватает авторского кино, которое, знаете, про наши корни. Время вспомнить, кто мы, я думаю. Время вспомнить свою историю. Время вспомнить, какое кино рождается в новую историческую эпоху и какой вклад вносит ТНВ. Владимир Путин присвоил звание Героя России нашему земляку подполковнику Ирику Магасумову. Он родом из Мамадыша. Церемония вручения государственных наград прошла в Московском Кремле. Ирик Магасумов после школы поступил в Казанское танковое училище, служил в Кемеровской области. Ирик Магасумов находится в зоне специальной военной операции с самого ее начала. Рустам Минниханов направил Герою России Ирику Магасумову поздравительную телеграмму. Это высокое звание, заслуженное вами на поле боя, как и вся ваша профессиональная биография. В прошлом выпускника Казанского танкового училища является убедительным подтверждением вашей верности воинскому и гражданскому долгу, а также большого личного мужества. Искренне горжусь вами, отметил Раис Республики. Фотографии и памятной плиты архивным снимком с десантником-героем поделился в соцсетях Раис Татарстана Рустам Минниханов. Фото он сопроводил комментарием. Сегодня в Казани на мемориальном комплексе «Курган» открыли памятную плиту нашему легендарному Павлу Кузьмичу Клетневу. В Казани открылась новая цифровая подстанция Вазина. Новый энергообъект ввели на смену прежнего. Он проработал более 35 лет с момента строительства микрорайона. Энергообъект осмотрел премьер Алексей Песошин. Мощность подстанции рассчитана на 100 тысяч человек и может быть увеличена в 2 раза. Она обслуживает жилые дома, десятки поликлиник, больниц, сотни школ и детсадов, расположенных в Вазино. Энергообъекту нового поколения присвоено имя профессора, заслуженного работника Высшей школы России Фареля Тинчурина. О программных мероприятиях в ключевых отраслях, о модернизации инженерной инфраструктуры и обеспечении жильем отдельных категорий граждан доложили на совещании в Доме правительства с Алексеем Песошиным. Обсудили охрану труда в регионе. Проверки на строительных объектах ведутся постоянно, чтобы обеспечить профилактику несчастных случаев и сохранить жизни и здоровье людей. Также идет работа по предоставлению жилья молодым семьям. Чтобы выдержать и победить, что вполне реально, в жестком противостоянии с Западом на всех фронтах, военном, информационном, идеологическом, экономическом, нам нужно стать еще сильнее, еще мощнее, еще успешнее. А для этого всем нужно сплотиться. Звучит, согласен, несколько банально и пафосно, тем более, как это сделать на практике в той же сфере экономики, когда регионы и компании, по сути, выступают конкурентами друг другу, соперничают за ресурсы финансовые и трудовые. Где здесь база для объединения и партнерства? Попробую ответить. Она сразу появляется, эта база, как только мы начинаем говорить о конкуренции, но не внутри страны, не между регионами и компаниями, а на международном уровне. Как выдержать эту конкуренцию? Правильно, только на основе партнерства с коллегами, за счет объединения сил, знаний, опыта. Тогда мы сразу становимся и сильными, и технологичными, и амбициозными. В Татарстане мы сейчас это наглядно наблюдаем. После объединения активов крупнейшей в республике инвестиционно-промышленной группы «Таиф» с российским нефтехимическим гигантом «Сибур». Тот классический случай, когда по отдельности мы и так были сильными, а стали в разы сильнее, мощнее после объединения. Не так давно завершилась рабочая поездка руководства группы «Таиф» на газоперерабатывающие нефтехимические предприятия «Сибура». В прошлом выпуске программы «7 дней» мы подробно рассказали вам о том, как наши коллеги из Западной Сибири научились эффективно перерабатывать попутный нефтяной газ. Сегодня речь в большей степени пойдет о нефтехимии и производстве полимеров. Наш репортаж из Тобольска. Тот самый «Запсибнефтехим» – самый крупный и современный в России нефтегазохимический комплекс по производству полимеров и самый амбициозный инвестиционный проект «Сибура». Завод «Мечта», ставший реальностью. Но если вам нужны цифры и показатели, пожалуйста.
Запсибнефтехим, один из флагманов российской нефтехимии, здесь производят 2,5 миллиона тонн базовых полимеров. Территория производственной площадки площадью 2000 гектар. Для понимания, это 3333 футбольных поля. Вот такая вот красивая цифра. И дело не только и даже не столько в этих масштабах, от которых действительно дух захватывает. Настоящая красота и грандиозность этого комплекса становится ясна, как только погружаешься в детали и начинаешь понимать бизнес-логику производства Сибура. Исходное сырье, как мы уже рассказывали в прошлом выпуске, попутный нефтяной газ. Когда-то его просто сжигали на факелах, принося огромный вред окружающей среде. Но в Сибуре ему нашли эффективное применение. ПНГ перерабатывается частично в сухой газ под потребности «Газпрома» и, что еще более выгодно, в легкие углеводороды, так называемую ШФЛУ, широкую фракцию углеводородов. То, что теперь ценное сырье. Насколько ценное, спросите? Глядя на эти трубы и установки, сразу непонятно. Для кого-то и лес – это только дрова и шпалы, но лесоруб из культового советского фильма «Девчата» Илья Ковригин убеждал, что из 1 кубометра леса можно сделать... Из 1 кубометра леса можно сделать 200 килограмм бумаги. Да, или 170 пар резиновых галош. Или, например, 2 шины для автомобиля. Или 180 килограмм шерсти. ПНГ в этом смысле тоже сырье для переработки, только более глубокой. Зато и линейка выпускаемых продуктов шире. Пластиковые трубы, резина, упаковка, посуда, медицинские изделия, ковровые покрытия, строительные материалы, компоненты для автопрома. В основе всех изделий полимера Сибура, особенно после того, как к нему присоединились Нижнекамск нефтехимия и Казань Оргсинтез, здесь безусловный российский лидер. Запсибнефтехим – комплекс с огромным потенциалом. Здесь производят 2,5 миллиона тонн базовых полимеров. 1,5 миллиона тонн полиэтилена и 1 миллион тонн полипропилена. Полиэтилен производят не только разных видов, но и, как вы видите, разного цвета. Все это интересно для журналистов, но опытного Альберта Шагабудинова и его команду из группы ТАИФ желтым и синим полиэтиленом, конечно, не удивить. Они и сами имеют огромный успешный опыт в нефтехимии, а также в энергетике и нефтепереработке. Главная цель визита не просто знакомство с компаниями Сибура в Западной Сибири, в ТАИФе их и так неплохо знают, а больше обмен опытом и лучшими практиками. Поэтому основной акцент на то, в чем особенно силен Сибур и, в частности, Запсибнефтехим. И это, конечно, самые разнообразные цифровые инструменты. Реально десятки уникальных локальных и общих решений. Самый известный из которых РТО, сервис, который помогает оптимизировать технологический процесс с точки зрения экономики, и ЭКОНС, еще одна система визуализации технологических параметров. И желтый, и зеленый – это соответствует новым режимам, но зеленый более эффективный. ЭКОНС сам по себе важен только тогда, когда ты понимаешь его смысл, знаешь, как ты на это влияешь, ключевая вещь. Важно же еще не только, чтобы только руководство там заботилось об экономике, экономии и прочим разным аспектам, которые ведут к общему увеличению заработков в компании. Важно еще, чтобы каждый работник это видел и понимал. И вот эта вот система ЭКОНС, она как раз к этому и приводит. Предпринимательское мышление, повышение уровня ответственности в работе персонала и в целом надежности всей технологической системы – все это дают цифровые инструменты Сибура, к которым относятся мобильные обходы, цифровые доски и беспроводные взрывозащищенные датчики и много что еще. Но есть эффект и вполне денежный. ЭКОНС, он уже принес только на Запсибе больше 2 миллиардов рублей. Второй, наверное, по значимости с точки зрения экономики – это РТО. Этот инструмент принес, если не соврать, больше 400 миллионов. Система ЭКОНС сейчас активно внедряется на татарстанских предприятиях объединенной компании в Казани на Оргсинтезе и в Нижнекамске. Еще одно подразделение Запсибнефтехима, а вернее целый завод ремонтно-механический, попал под пристальное внимание делегации ТАИФа. Опыт более чем интересный. С учетом масштабов комплекса Запсибнефтехима, более половины, а точнее 52% всех текущих и капитальных ремонтных работ компания осуществляет собственными силами. И вы сами можете убедиться, на каком высоком уровне, с применением какого оборудования и технологий. Самые современные технологии, оборудование, очень высокая культура производства, что отличает все предприятия компании Сибур. И здесь на ремонтно-механическом заводе Запсибнефтехима это наглядно видно. Альберта Шагабуддинова особенно впечатлили 2 участка аддитивных технологий с действующими 3D-принтерами. А какой порошок? Полиамид. Полиамид. С точки зрения, как это настраивается через ежедневную системную работу с персоналом.
через внедрение отдельных практик и инструментов на пилотах. Главный ключ к эффективности – это работа с персоналом. То, о чем говорил главный инженер Запсибнефтехима, особенно наглядно можно увидеть на примере Сибуринтеха. Когда-то старое заводоуправление, сегодня суперсовременный учебный центр с тренажерами, оборудованием, лабораториями, которым может позавидовать любой вуз, предприятие в стране. Одна из фишек в том, что большинство установок, так называемых пилотов, это то, с чем обучаемый реально сталкивается на своем рабочем месте. Ну, я так понимаю, вот, как бы, в моем понимании, смысл тренажеров этих VR в том, чтобы последовательность действий и время на их выполнение на каждый этап, чтобы были уже как бы подкорки уже. Да. Другая фишка Сибуринтеха – шкафы для выездных обучений. Очень эффективный инструмент, рассказывает руководитель корпоративного университета Сибура Рустам Галиахметов. Качество и полнота обучения выездных от обучения, которое здесь, преподают те же самые преподаватели. А это уже то, что заинтересовало нас, возможно, потому, что мы увидели знакомые аббревиатуры НКНХ и КОС. Как нам пояснили, на листах результаты тестирования работников Сибура. Это до прихода в Сибуринтех, здесь после курсов обучения. Да, на входе. Промысловый сотрудник Сергей 15 лет, на выходе 98. Остающий почти нет. Команды эффективные, инженерная компетенция, я честно скажу, на том же Нижнекамске, может быть, даже и повыше, чем на многих предприятиях иных группы Сибур. Поэтому наша задача, и моя, как одного из членов команды, как раз обеспечивать такие вот мостки, по которым в обе стороны, не из Сибура прислали, а в обе стороны будут перетекать знания, компетенции, навыки. Склад 860 метров в длину. Масштабы впечатляют, но еще сильнее впечатление, когда осознаешь, как эффективно на результат работает каждый метр территории огромного комплекса. И еще одно наблюдение. То, что объединяет Сибур с Татарстаном и Таифом. И то, что у журналистов принято называть социальной ответственностью бизнеса, для Таифа этот лозунг на протяжении десятилетий звучит как «сила во благо». Сибуру этот девиз тоже очень близок. Один из самых современных, один из самых оснащенных, один из самых комфортных международный аэропорт Ремезов в Тобольске. Прекрасный пример частно-государственного партнерства правительства Тюменской области и компании «Сибур». Пропускная способность 380 человек в час. В тройке самых популярных направлений Москва, Санкт-Петербург и, конечно, Казань. Мы стали намного ближе, доступнее. Разве это не повод укреплять связи культурные, деловые, экономические? Мы же сейчас видим эффект, который со временем может и должен только усилиться. Поэтому оригинальный слоган «В Сибирь» по своей воле теперь актуален и для Татарстана. Тимур Бекмурзин, Александр Вольнов, 7 дней, Тобольск. Продолжаем программу «7 дней». В Казани выросла плата за парковки. Не везде, а на 25 территориях по городу. Где-то цена увеличилась до 70 рублей, а где-то достигла и 100. Надо отметить, что тарифы на парковку не менялись в течение 6 лет. Это довольно длинный период. Городские власти сначала активно боролись с нарушителями, затем выжидали, когда общество привыкнет. К чему? Да к самой мысли и главной идеологии парковочной системы. Прежде чем покупать автомобиль, купи для него место. Многие российские граждане по-прежнему воспринимают в штыки любую монетизацию, привычно считая это грабежом. Тема платных парковок много лет настолько горяча, что любой общественный активист, можно сказать, вынужден иметь по ней свое мнение. Так вот, платные парковки вводятся там, где спрос на них заведомо и намного превышает предложение. В Казани это в первую очередь центр, но и отдельные зоны за его пределами. Места концентрации офисов, торговых объектов, транспортные узлы. Места, перегруженные автомобильным трафиком. Как город встретил повышение, за что мы платим на платных паркингах и должны ли платить за то, что всегда было бесплатным? Диляра Юсупова подробнее. А кто-то уже парковался в Казани за 100 рублей. Мы захотели посмотреть на этого человека и удивились. Самые дорогие парковки по-прежнему в цене, а именно в спросе. Как не было места, так и нет. Улица Мусад Джалили примыкает к Баумана, пересекает улицу Островского. Тут в любое время суток транспортный коллапс. Никакими ценами водителей, которым срочно надо, не остановишь. Жестко, конечно, 100 рублей. Ну а куда деваться? Отразится на вашем бюджете, на вашей поездке в Блинную? Нет, конечно, не отразится.
Просто тупо за асфальт платим деньги, я не знаю. То есть должно быть бесплатно? Ну да, хотя они вроде делают в выходные дни, в праздничные бесплатно. Но... Что будет, если станет все бесплатно? Об этом автомобилисты не часто задумываются, зато часто ездят в центр. Сама идеология платных парковок была придумана не нами, и цель ее не в том, чтобы люди платили за услугу. Парковка – это не услуга. Парковка – это способ выгнать автомобилиста с оживленного участка, если хотите. Вы платите за то, чтобы вы здесь не стояли. Это передовая практика многих успешных мировых городов. Это элемент дорожного регулирования. Такой же, как отмена левых поворотов, такой же, как временное ограничение движения грузового транспорта в центральной части города. Развитие муниципальных парковочных пространств – это не про сбор денег, это про увеличение пропускной способности дорог, наведение порядка на них. Судя по всему, общество начинает это осознавать, но не все сразу. Несмотря на повышение, мест в центре все так же не хватает. Вот они, паркующиеся поперек стоянки или на пешеходном переходе. Но есть и плюсы. За несколько часов съемок мы так и не нашли ни одного нарушения по снятию номеров, как это было, например, 2 года назад в нашем подобном репортаже. Бесплатный парковочный островок в самом центре города. Мы были тут еще 2 года назад. Тогда здесь была ужасающая картина. Хаотично разбросанные автомобили перекрывали даже вход в сквер. Сейчас здесь более или менее пусто, и даже территория выезда расчищена. Связано ли это с тем, что еще не начался учебный год, или водители стали более осознанными? А может быть, всему причина – это запрещающий знак, который поставили на въезде. Принимаются меры, то могут быть запрещающие знаки и блокировка нарушителей. Да и народ постепенно начал понимать, что в городе, захваченном машинами и парковками, жить просто некомфортно. Но не все. Пока еще достаточно таких, кто считает любую монетизацию удушающим захватом властей. Забрали мою красавицу, давайте слезы свои, боль свою скажу. Где-то даже осталось. Вот. Этот асфальт люди моего поколения, то есть за него кровь проливали, там, свою и чужую. А тут взяли вот этот наш общий асфальт, все вот это намоленные, напитанные наши все ауры, они взяли, то есть и благополучно сами себе присвоили, и теперь, то есть вот, теперь платишь деньги за то, что отстояться вот так. Улица Фатыха Карима – оживленный участок, где сложно разъехаться и найти место. Но при желании можно все, если, конечно, не хитрить. Знакомьтесь, Оливия, мать 2 детей, ездит на крупногабаритном транспорте и уверяет, что всегда находит место. Было бы желание, если придерживаться простой мысли. Город не подарит кусок земли под твою машину. В это сложно поверить, но нет. Увеличивается не только плата за парковки, но и плата за их обслуживание, да? И коммунальные услуги, и услуги людей, которые их чистят, за ними следят, и покраска, и все остальное. Все текущие какие-то расходы, они увеличиваются. Соответственно, будет увеличиваться и стоимость. Это неизбежное. Итак, несколько зон самых востребованных, где повысилась плата. Где-то с 30 до 50, где-то с 50 до 70. И 2 парковки в центре города теперь стоят 100 рублей. Тариф на муниципальной парковке не менялся почти 6 лет. Сейчас в столице почти 7 тысяч парковочных мест. 859 в час пик загружены на 100%. Все парковки на своем старте, когда они внедряются, стартуют с 30 рублей в час, а дальше организатор городского парковочного пространства мониторит ситуацию, мониторит ее по детекторам, визуально при обходах. Загрузка не должна превышать 85-90%, потому что в этом случае, если парковка забита, то все последующие приехавшие не имеют возможности припарковаться. Парковка должна стоить ровно столько, сколько необходимо для появления свободных мест. Взимание платы за дефицитный ресурс – это вполне нормальный способ сбалансировать спрос и предложение. Возможно, в будущем мы придем к тому, что место будет стоить и 1000 рублей в час. Большинство ставят машины вот здесь. И в итоге, когда приезжают люди там в магазин, или по каким-то делам, то тут просто нет свободного места. Вот они стоят все ряды. Некоторые машины стоят здесь прям подолгу. Например, вот эту машинку, ее оставляют там на целый день. Вот она стоит, занимает место. Город Иннополис. Весь асфальт тут бесплатный, потому что численность людей пока позволяет. Но есть другое, например, запрет на парковку во дворах. Здесь это в принципе невозможно. Поэтому медленно, но улицы города переполняются. Парковочное бесплатное место не прилагается автомобилю.
Ты купил автомобиль, это твои проблемы, ты их должен решать самостоятельно. В городе, в центре земля очень супер дорогая, поэтому бесплатный кусок асфальта тебе никто не может выделить. В Казани появятся и дополнительные новые парковки, и это вопрос спорный, ибо если мы идем к снижению автомобилизации, снижать надо и площадь асфальта под этими автомобилями. Возможно, так и будет, если мы все частично пересядем на общественный транспорт, а заодно придем к очевидной истине. Покупка машины не равно дополнительные права. Диляра Исупова, Дмитрий Шлемин, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. В Петербурге во второй раз прошел международный кинофестиваль короткометражного кино «Время вспомнить» в сотрудничестве с Российским обществом знания. Кинофорум посвящен истории российского государства от истоков до наших дней и призван объединить людей разных возрастов и разных регионов. На фестиваль было прислано более 70 заявок. В конкурсную программу было отобрано 26 фильмов, среди которых и фильм производства телекомпании ТНВ. И сегодня мы делимся радостью. Наш холдинг и мои коллеги из программы «7 дней» Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников стали победителями фестиваля. Для нас это особая награда. Победа в жанре документального кино дается нелегко. Город, рожденный царем-реформатором, первым российским императором. Город, который несколько раз кардинально менял ход развития всей страны. Город, который вдохновил Пушкина при жизни себе воздвигнуть нерукотворный памятник, который стал выше Александрийского столпа. Да и вообще, культурная столица, в которой по газонам не ходят, на них сидят, лежат, где движение по реке пора регулировать. Здесь появилось время вспомнить. Вам, Татьяна Михайловна, и 17 не дашь ведь. Судьба России через человеческие истории и судьба человека в истории страны. Об этом большинство фильмов Международного кинофестиваля «Время вспомнить». Время вспомнить свои корни. Понимаете, свои корни, свою культуру, потому что все-таки в свое время мы начали потихоньку забывать об этом. Ну вот спросите у кого угодно на улице, помнит ли он своего прадеда, кто был его прадед, а кто был его прапрадед. В конце 30-го года по распоряжению Коминтерна Лилисаня снимают с должности и вызывают в Москву. Впереди его ждут целых 15 лет жизни на чужбине и преданная любовь русской девушки. Картина из Китая о русской девушке, вышедшей замуж за китайца, и про китайца, связанного с Россией не только любовью. Киноискусство, как здесь уже правильно было сказано, это тот вид искусства, который действительно доступен многим культурам и объединяет все народы, поэтому нам показалось, что это действительно очень интересный проект, и мы поддержали. Цветочек-то погибал совсем. Я его на Русь вынесла, он и зацвел. На Русь? Русью-то у нас всякое светлое место зовется. Что светло, то и Русь. Русый парень, русая девка, рожь русая. Фестиваль молодой. Появилось желание сделать фестиваль абсолютно внезапно. Ну, может быть, на фоне всех вот этих вот событий, которые происходят. В какой-то момент я поняла, что у нас не хватает авторского кино, которое, знаете, про наши корни, про нашу историю. Человеку действительно, если он потерял свою память в обычной жизни, ему очень некомфортно. И вот мне кажется, что то же самое может быть, если не сохранять историю там, страны, историю там, города, ну, вот в истории вообще в широком смысле этого слова. Большинство фильмов о трагических страницах истории России, гражданской Великой Отечественной войнах, голоде 20-х годов 20 века, блокаде Ленинграда, исчезающей памяти. В большинстве деревень, в которых они стоят, нет населения. За последние 10 лет 30 тысяч деревень не было. Это просто то, что мою жизнь перевернуло и сделало меня такой, какая я есть. Я думаю, что нельзя концентрироваться только на заброшенных храмах, потому что все-таки они же строились для людей, и их строили люди. Это наследие наших предков. Мы должны помнить просто о предках, потому что они же были здесь. И если бы не предки, нас бы не было. Вот
Татьяна Михайловна, где нам встретиться выпало. Ваши губы опаловые до конца уже выпиты. Один из моих прадедушек, он погиб как раз в гражданскую войну. Его, собственно, жена осталась, воспитала сына потом там дальше, в общем, все это пошло дальше. И мне всегда было интересно, как она себя чувствовала, когда в момент все, все потерялось. Среди участников режиссеры из Барнаула, Челябинска, Йошкар-Олы, Самары, Перми, конечно, из Москвы, Санкт-Петербурга. Время вспомнить, кто мы, я думаю. Время вспомнить свою историю. Время вспомнить и ощутить себя в этом мире. И время помнить просто о том, что мы оставляем после себя. Нужно любить Россию, потому что каждый свое это вкладывает. И Россия для многих это совершенно разная. Татарстан был представлен одним фильмом производства телерадиокомпании ТНВ. Большая поддержка республики. Тут еще, печки привезли с гуманитарки нам, теплые вещи и так далее. То есть, прям, как сказать, курорт. У зрителей на лице то, что нельзя сыграть ни в документальном, ни в игровом фильме так искренне. Эти эмоции означают неравнодушие, сопричастность к героям фильма. Пытаюсь, как говорится, восстать из пепла, как птица Феникс, но пока не очень получается. И я хочу воспитать сына, и я очень хочу, чтобы он был на него похож. Когда на той стороне мы видим технику с крестами, мы, конечно, чувствуем себя освободителями. Вот этот весь бред, черноту, всю эту дьяволщину, это все сатанизм, это нужно останавливать. Я думаю, что слова здесь излишние, поэтому просто хотим сказать большое спасибо за ваше чудесное выступление. Номинация «Лучший телевизионный документальный фильм». Победителем становится лента ЗВ-2 Зуфара Давлетшина. Добрый день, уважаемые друзья. Большая благодарность за ту работу, которую вы делаете. Сегодня таких лент, как я считаю, должно быть больше. Более 70 заявок было прислано, 26 работ отобрано. Среди них и документальные, и игровые от 4 до 50 минут. И все это о людях, о судьбах их страны. Самой историей все было переплетено и завязано в такой узел, который невозможно теперь ни распутать, ни разрубить. Мои предки на протяжении 2 столетий были военными и служили на благо России. Все, Татьяна Михайловна. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней. Санкт-Петербург. Впрочем, хватит. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Ближайшая неделя обещает быть жаркой. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке с понедельника по четверг будет сохраняться малооблачная погода без осадков. Ночью до 19 тепла, днем до 28 градусов со знаком плюс. К пятнице жара спадет, в субботу и воскресенье днем плюс 25 градусов. На юго-востоке Татарстана в будни малооблачно и сухо. Ночью до 17 тепла, днем плюс 27 градусов. На выходных осадки маловероятны. Ночью 16, днем 24 градуса выше 0. В центре республики всю неделю будет преобладать малооблачная погода. С понедельника по пятницу ночью до 18 тепла, днем плюс 29. К выходным ожидаются дожди и понижение температуры. На юго-западе неделя начнется с солнечной погоды, осадки не ожидаются. В будни средняя температура плюс 30, ночью плюс 17. На выходных комфортная погода, ночью 17, днем 23 градуса. На северо-западе республики и столице Татарстана неделя начнется с ясной и очень жаркой погоды. Осадки не ожидаются. С понедельника по четверг до 29 градусов тепла днем, ночью до 19 градусов. К
В пятницу температура понизится до 25 градусов. В воскресенье ночью 17, днем плюс 22 градуса. Пройдут дожди. Это все новости о погоде. Оставайтесь с нами на ТНВ и берегите себя.